Ну и что, спящие террористические ячейки? Готовы к труду и обороне? Добрый вечер, дорогие мои. Я очень рада всех вас видеть, всех, кто сегодня пришел в эфир, и всех, кто будет нас смотреть завтра с утра. И хотела бы поговорить про те новости, про которые я хотела поговорить вчера, но в силу довольно печальных обстоятельств, конечно, пришлось говорить совсем про другое. Во-первых, в Беларуси белорусский режим в ответ на новые санкции Евросоюза попытался ввести свои ответные санкции и с 1 января 2022 года запретил ввоз некоторых продуктов из стран Европейского Союза, США, Канады и вообще других государств. Ну, в принципе, хотела бы это прокомментировать, потому что в этой новости прекрасно все. Во-первых, белорусский МИД угрожает ввести индивидуальные санкции против европейских политиков, которые борются и выступают на стороне белорусского народа. Как вы понимаете, это страшнейший удар для той же Ангелы Меркель, которую, как вы знаете, Лукашенко обвинил в том, что она промышляет свободное от работы время, но уже сейчас у него свободного времени много, да, промышляет организацией терактов в Беларуси. Или я себе могу представить там какого-нибудь там, ну, не знаю, даже президента Науседу, это президент Литвы, который вот просто, знаете, сейчас его отпаивают валерьянкой в администрации президента, он такой: нет, боже мой, я никогда больше не попаду в Липчицы, никогда больше я не смогу посетить Бешенковичи. Как жить с этим, как теперь выживать? Ну, понимаете, это же вообще какой-то очень смешной бред, да? Или президент Польши, там, Дуда, да, то же самое, там, боже мой, как же я теперь смогу жить без деревни Чурилова, да, там, или как теперь же мне проникнуть каким-то образом в Поставы, да, и теперь никак не посетить вот ни один районный центр Беларуси, а так хотел, да, но поговорим про ответные санкции Минска, потому что тут уже возбудились, и, в принципе, очень много идет комментариев, кому навредит это больше Европе, режиму, белорусам и так далее, и так далее. На самом деле, белорусская экономическая система, она состоит из нескольких частей, я бы так сказала. И белая экономика, она на самом деле составляет очень маленькую часть на фоне того, что происходит в тени и что, собственно, происходит вот на черном рынке. И я бы хотела напомнить, что вот как всегда выживал Лукашенко, да, как он вообще все эти годы умудрялся шантажировать Запад и как он умудрялся получать так много грантов в свой карман, потому что я бы хотела напомнить, что, собственно, самый большой грантосос европейских и вообще западных денег очень многие годы был непосредственно сам Александр Лукашенко, и он это делал определенным образом, да, он там, например, находил определенных партнеров на Западе, да, с которыми он делал там определенный бизнес. И бизнес был не очень, скажем так, легальный, да, или такой какой-то очень сомнительный. И как только его прижимало, он начинал прежде всего бить по вот этим тем самым партнерам, с которыми, собственно, ну, было что предъявить. И здесь, если мы посмотрим, например, на список продуктов, то, в принципе, я считаю, что этот список и запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза, США, Канады и так далее, он не затронет никаким образом ни белорусов, ни белорусскую экономику. Но Лукашенко взял и сам себе, собственно, нагадил. В этой ситуации немножко вспоминается такой анекдот, знаете, когда там говорят: папа, там водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить, да, там, нет, сыночек, теперь я буду меньше, теперь ты будешь меньше есть. Но этот анекдот может быть даже не совсем по теме, потому что, повторю, белорусский народ никак эти все санкционные штуки не затронут. Почему? Потому что хотела бы напомнить, что в отношении России уже несколько лет действуют определенные санкции, и в ответ Россия тоже ввела санкции. И то, на чем поживился белорусский режим, он, собственно, нашел себе партнеров на Западе, которые были огорчены тем, что они теряют российский рынок. А как вы понимаете, российский рынок довольно большой, и он довольно вкусный, да, там 140 миллионов человек, и понятно, что все-таки производители заинтересованы определенным образом туда это продавать, да, и поэтому Лукашенко сажал специально обученных людей, которые получали продукцию с-за рубежа, переклеивали этикетки, клеили «Сделано в Беларуси» и, соответственно, продавали в Россию как, ну, скажем,
истинно настоящие белорусские товары. И в том числе, когда была очень забавная и смешная ситуация, когда приехала все-таки проверка из России, россияне что-то стали подозревать, в конце концов, да, в том числе на одном из государственных молочных заводов оказалось, что нет вообще, которые производят сухое молоко, но официально производят и гонят это все в Россию. Оказалось, что на самом деле там даже нет оборудования. Не то, что оно там сломано или не работает, там даже нет этого оборудования для производства того самого сухого молока, да? Но при этом этикетки, что это выпущено на этом заводе, вот в России это все исправно гналось, да? Ну, соответственно, там россиянам и всем там это продавалось. И я бы хотела как раз сейчас привести довольно забавную статистику, которая как раз вот эти все вещи и доказывает. Смотрите, мы все прекрасно знаем, какой климат в Беларуси. Да? Я думаю, что мы все прекрасно знаем, что там не растут ни бразильские орехи, ни кешью, ни миндаль, ни тем более кокосовые орехи. Но, тем не менее, несмотря на это, если мы возьмем даже статистику за 2019 год, то мы видим, что Беларусь является одним из крупнейших импортеров различного рода орехов в Россию, причем выращены, собственно, непосредственно, ну как официально выращены в Беларуси. То есть вранье идет даже вот на таком уровне, даже, казалось бы, там в одном союзном государстве, да, но вот эту вот всю лапшу Лукашенко умудряется даже вот россиянам вешать на уши. И если мы говорим про то, что сколько в 2019 году Беларусь получила заработка, ну, соответственно, это получили, конечно же, компании Лукашенко, которые гонят это все, да, в Россию, то они получили примерно 9,5 миллионов долларов. И импорт орехов, выращенных в Беларуси, в 2012 году, например, по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза. Вы же понимаете, у нас очень урожайная страна, у нас очень такие земли, которые очень плодоносят, да, и, как вы понимаете, вот именно вот миндаль и кокосовые орехи, и грецкие орехи, бразильские орехи – это именно то, что растет в каждом дворе каждого белорусского подворья. Вот человек выходит у себя в колхозе, да, где-нибудь там в Горянах, да, и, конечно, вот справа у него миндаль, слева у него грецкие орехи, там бразильские орехи, набрал корзинку, пошел, все у него хорошо, да, там можно на рынок идти торговать. И если мы говорим там про те же кеши, то в Россию в 2019 году лидерами выступили Беларусь и Вьетнам. Понимаете, какая у нас страна? Мы кормим целую вот Россию производством, выращиванием таких вот орехов. Вы вообще все ли белорусы видели кеши и знаете, как это выглядит? Это еще большой вопрос. Но, видите, тем не менее, мы умудряемся выращивать, мы умудряемся это все вот туда отправлять. Миндаль. Тоже вот 3 страны лидера, это Чили, Китай и Беларусь, закидали Россию миндалем, выращенным, конечно же, в этих странах на целых 47,5 миллионов долларов. Вот мы, как говорится, по чем-то мы чемпионы, да? Мы в тройке этих самых лидеров. Бразильские орехи, вот мы тут немножко нас подвинули с 3-го места, мы оказались только на 4-м месте, надо поднажать. Есть у нас еще колхозы в Беларуси. Почему колхозы у нас как-то отстают по выращиванию бразильских орехов? Непонятно. Надо поднажать, поднатужиться или, как говорит Лукашенко, раздеваться и работать, да, чтобы обогнать такие страны, как Бразилию, Перу и Боливию в производстве и выращивании бразильских орехов. Страна рядом большая, Россия, продавать есть куда. Да? Грецкие орехи, опять-таки, Беларусь вышла в тройку лидеров вместе с Чили и Китаем по продаже грецких орехов в Россию. И не сказать, чтобы очень сильно мы там продали, но вместе вот с этими странами мы продали почти на 24 миллиона долларов. Так что есть куда стремиться, есть что развивать и что нам выращивать. Да? И кокосы слабенько идут в России, белорусские кокосы, все-таки, ну, как-то не очень, но, тем не менее, белорусских кокосов, кокосовых орехов, которые были официально выращены в Беларуси, мы загнали в Россию на какой-то такой жалкий $1 миллион, но, тем не менее, копейка к копейке, как говорится, рубль бережет.
И это мы берем только вот рынок орехов. Если мы возьмем, конечно, уже там помидоры, или там яблоки, или ту же самую свинину, которую там сейчас пытаются запретить, то, конечно, там тоже цифры примерно одинаковые. Очень радует, что в Беларуси такая развитая экономика, такой прекрасный климат, который позволяет выращивать и лосося, и креветки, и арбузы, как мы знаем, да, вот гарем Лукашенко не зря же называют арбузницами, да, девушки помогают Лукашенко каждую осень убирать арбузы, которые он собственноручно выращивает у себя в президентской администрации, да, и собственноручно вот тягает вместе с этими бедными девчонками, да, и на радость, собственно, соседям, журналистам, ну и, наверное, в какой-то степени и нам, потому что хоть в чем-то, как говорится, можно посмеяться с учетом того, какие грустные новости у нас периодически проскакивают в стране. Но я даже цифры себе выписывала, да, поэтому, как минимум, зачем Беларусь вводят эти всякие, или белорусский режим вводят эти всякие запреты? Он надеется на то, что все эти фирмы, которые гнали санкционку в Россию через белорусский режим, ну, гнали нелегально, как вы понимаете, контрабандной, они начнут давить на европейских политиков, потому что они теряют некие заработки, да, и теряют те рынки или там те каналы сбыта, которые уже были. Поэтому я вижу цель только в том, исключительно вот в этих всех телодвижениях. Ну и, конечно, если Лукашенко запретит въезд ряду политиков, начиная от Байдена и заканчивая там уже политиками Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, то это тоже будет забавно и будет интересно посмотреть на их реакцию. Как говорится, гулять так гулять, да? Запрещаем в Беларусь въезд тех лиц, которые не нравятся усатому таракану. Но я думаю, что они не горчатся, честно говоря. Я думаю, что это будет очень смешно. Кроме этого, отличился опять-таки наш дружище бобер, мой самый любимый мужчина Олег Юрьевич. Нас связывает вместе долгая история отношений с 19 апреля 2011 года, когда я была задержана вместе с 18 правозащитниками и активистами нашего дома по подозрению в совершении теракта метро Октябрьская. Он, конечно, не может остаться в стороне от всех событий, особенно после того, как он потерял работу за то, что он творил по Фрунзенскому РОВД, я этому очень рада. Скажем, на своей должности сегодня он может натворить все-таки поменьше зла людям, чем он мог натворить, будучи начальником Фрунзенского РОВД. Я напомню, что в 2011 году Олег Игакевич руководил кровавыми разгонами людей, которые принимали участие в мирных демонстрациях в Твиттере революции в Беларуси, когда летом выходили люди на улицы и просто хлопали в ладоши. Вот Гайдукевич виновен и ответственный за похищение людей, за избиение журналистов, за пытки от того 2011 года. Не только пытки в отношении меня, но и пытки в отношении других людей. И в этом году он всячески привлекал к себе внимание, конечно же, за что и попал в санкционные списки. Он не выездной в страны Евросоюза, и я считаю, это правильно. Мы, конечно, способствовали этому и приложили там свою руку, я честно говорю, да. Но вы знаете, в мае 2021 года Олег Юрьевич очень близко как-то воспринял к сердцу похищение самолета с Романом Протасевичем и начал угрожать белорусской оппозиции тем, что их будут похищать на территории Евросоюза и вывозить обратно в Беларусь багажники. Ну и сейчас перед Новым годом он опять решил про себя напомнить, в первую очередь литовцам, и он выступил с такой яркой пламенной речью. Кто-то тут уже шутят наши чатлане, говорят, Лукашенко показал всем свой сморщенный кокос. Отлично сказано, ставим лайки. Прекрасное высказывание, я его постараюсь запомнить. И вы знаете, Лебекевич заявил, что Беларусь и в его лице цивилизационно спасает Литву, потому что в Литве разрушена семья,
полностью как институт, и нет семьи, вообще никаких семей не осталось. А в Беларуси семья или семьи очень крепкие, и вот мы спасаем Литву, и спасем не только Литву, но и Польшу, ну и заодно всех остальных, и не только через войну, а спасем тем, что мы стоим на... Ну, они, не мы, да, они стоят на неких странных там принципах защиты семьи. Вот бедные литовцы эти принципы потеряли, ну и, соответственно, семьи, они тут разваливаются, 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 разваливаются. И, конечно, без Гайдукевича его вмешательство развалится совсем. В связи с этим я опять покопалась немножко в статистике и хотела бы посмотреть на количество разводов на душу населения в России, Беларуси и странах Евросоюза, преимущественно, конечно, у наших соседей, потому что всегда же интересно, что там соседи, да. Ну и получается картина как-то веселая или не веселая. Потому что если мы говорим про Литву, то на 100 на 100 браков, которые заключаются литовскими гражданами, количество разводов это примерно 44,5. Да? Если мы говорим про Латвию, количество разводов чуть повыше, это 46,4. Ну и Эстония это 48,7. Но если кажется цифры какие-то грустные, да, почти половина. Но если мы посмотрим на Россию, то количество разводов на все те же 100 браков составляет уже 65, то есть больше половины. И Беларусь в этой ситуации выглядит совсем грустно. Количество разводов на 100 браков составляет 68. То есть вы понимаете, что люди, которые сегодня женятся в Беларуси, с очень большой долей вероятности, к сожалению, разведутся. Поэтому я не знаю, какую там семью собирается спасать Олег Ебикевич. Возможно, он имеет в виду одну единственную семью. Знаете, это семейство Лукашенко, которых тут он и все эти прикорытники пытаются так или иначе спасти, отмазать и обелить. Но надо признать, что у наших соседей, даже в странах Балтии, ситуация с разводами и ситуация с браками состоит намного лучше, семьи намного более крепкие, и количество разводов на самом деле, ну, нам есть на что равняться как раз именно на балтийские страны и совсем не на Россию и совсем не на себя. Да? Хотя мы понимаем, почему это происходит, не потому что белорусы такие любители жениться, разводиться, мы прекрасно понимаем, что в целом политическая ситуация в стране, вот тот дурдом, который происходит, в целом неустроенность, тяжелая экономическая ситуация, да, отсутствие инфраструктуры, поддержки семей, а в Беларуси она отсутствует, будем прямо говорить, отсутствие поддержки и молодых матерей, молодых отцов, отсутствие поддержки очень многих, собственно, других, да, аспектов. И это связано и с детскими садиками, и со школами, и много-много чем еще. Это все, конечно, приводит к тому, что люди не выдерживают, начинают ругаться между собой, ну и начинают, конечно же, разводиться. И Гайдукевич, единственное, в чем я согласна с ним, это то, что Беларусь всегда была и остается другом литовского народа. Я бы сказала, что белорусский народ остается, всегда был и остается другом литовскому народу, как литовский народ остается другом белорусскому народу. И понятно, что в этой ситуации мы действительно чувствуем поддержку литовского народа в очень-очень многих аспектах на самом деле. И действительно, литовцы очень сочувствуют, сопереживают и следят за новостями, и, конечно, не перестают удивляться. Хотя, на самом деле, я слышала очень много литовских голосов, они когда смотрят вот на то, что происходит в Беларуси, для них, конечно, очень болезненная тема. То, что происходило 300 лет назад, погибли люди во время борьбы за независимость, это все еще очень сильно болит в Литве. И они вот смотрят на это все и думают, да, вот как хорошо, что мы начали эту борьбу 30 лет назад, не сейчас, насколько тяжело белорусам сегодня бороться за независимость и за демократию, и они прекрасно понимают, что нам бороться сегодня намного сложнее, чем им 30 лет назад. И вот это сочувствие, эта поддержка, она, конечно, чувствуется, да, потому что люди пережили то же самое, пережили всю эту борьбу, не сдались, и надеяться, что белорусский народ также не сдастся и благополучно пройдет все испытания и выйдет с честью из всех этих испытаний, которые сегодня есть
есть, ну, через которые нам сегодня приходится проходить, и это нелегко. Также Гайдукевич заявил про то, что Литву размазали просто как половую тряпку по географической карте Европы, потому что они вообще суверенитет потеряли. Но это очень смешно звучит на самом деле, да? Особенно это смешно звучит от представителей, скажем, режима, которого 27 лет никак невозможно там убрать, да, в Литве происходит и смена правительства, и есть и независимые суды, и независимая адвокатура, и независимая прокуратура, и много еще другое независимое. Конечно, в любой стране есть свои какие-то проблемы, но если мы начинаем сравнивать, например, что происходит в Беларуси, тому, что происходит в Литве, это, конечно, несоизмеримые совершенно вещи, и в Беларуси влиять на правительство можно. Это в Литве можно влиять на правительство, в Беларуси влиять на правительство нельзя. И это самое главное. То есть если в Литве литовцам что-то очень сильно не нравится, то правительство идет в отставку. И в этом самая большая разница между нами и литовцами сегодня. В Беларуси, если протестуют учителя, то увольняют и сажают в тюрьму учителей. Если в Литве протестуют учителя, то в отставку уходит министр образования. Аналогично это касается и медиков, и многих других профессий. Поэтому я хочу сказать, что литовцы молодцы, что они начали раньше путь, они начали выстраивать свою государственную независимость раньше, и никто, конечно, на литовскую независимость не покушается ни в каком виде. В отличие, к сожалению, от Беларуси, где у нас сегодня уже напрямую стоят угрозы независимости, и мы видим в целом, что ситуация становится все более и более тревожной. Хотя надо отметить, что то, что Лукашенко проводит референдум, это все равно означает, что он уходит. Так или иначе, понятно, что он уходит под давлением Путина, нам этот сценарий не нравится, потому что мы хотим решать в Беларуси сами ситуацию, а не то, что она будет навязана кем-то извне. Но тем не менее, то, что Лукашенко вынужден подчиняться внешнему давлению, то, что он пытается так или иначе использовать какие-то стратегии, которые хорошо работали раньше и всегда срабатывали, и сейчас они не работают, это все говорит про то, что он чувствует, что он не удерживает ситуацию. Даже если это кажется, что там, да, силовики бегают, там, убивают людей с оружием в руках, все очень выглядит тяжело, тревожно, идут новые суды, новые задержания, новые обыски, но тем не менее это все говорит про то, что Лукашенко пытается решить ситуацию, которая для него сегодня не решена. И решена она не будет. Потому что если бы он выиграл выборы, как вы понимаете, хотел бы напомнить 2015 год, да, или 94 год, там не надо было никого арестовывать, не надо было ни за кем бегать, потому что с большего там было понятно, что у Лукашенко победа есть. Да? То, что Лукашенко продолжает и, наоборот, усиливает свой репрессивный аппарат, это говорит про то, что победы у него нет. И мало того, победу эту он получить никаким образом не может и пытается даже через референдум таким странным образом обнулиться и попытаться все-таки получить хоть какую-то легитимность. И я знаю, что на сегодняшний день от Лукашенко засылаются, скажем так, гонцы в разные всякие европейские кабинеты, откуда их посылают очень далеко, да, и именно с целью он пытается вести переговоры, он пытается умалять о диалоге, у него это не получается. И я думаю, что не получится после вот этих всех событий, и дальше тоже ситуация будет хуже, потому что я бы хотела обратить внимание также на еще одну новость. Это то, что латышские службы безопасности, они публиковали свой отчет и заявили про усиление активности белорусских спецслужб на территории Латвии. Я думаю, такое же усиление активности белорусских спецслужб есть на территории всех стран-соседей, именно потому что они пытаются что-то сделать, чтобы заставить как-то, да, надавить на правительство соседних стран, но получается не очень хорошо на самом деле. Повторю, наш плюс, наверное, и хорошее, что есть сегодня у нас вот в той ситуации, в которой мы оказались
это то, что для Лукашенко эта ситуация тоже новая. Вот у Лукашенко было 22 избирательные кампании. И так или иначе он справлялся с этими избирательными кампаниями, так или иначе ему удавалось задушить оппозицию, ему удавалось, скажем, добиться определенного признания, пусть даже условного, но добиться, и ему удавалось определенными стратегиями и манипуляциями добиваться своего. Вот на сегодняшний день он находится тоже на таком вот пути, как и мы, когда тут масса неизвестных, да, и что будет завтра, не знает там никто. Эта ситуация новая для Лукашенко, в такой ситуации мы живем уже последний год, и эта ситуация означает, что она может измениться в любой момент очень быстро. И она может качнуться, потому что она нестабильна. Вот балансировать именно в таком виде белорусское государство или белорусская государственная система не может. Нет денег, нет возможностей. Да, можно удерживать власть силовым путем, но недолго. Поэтому Лукашенко ищет варианты, поэтому он пытается проводить референдум, там, вести какие-то переговоры, поэтому он там поперся в Россию договариваться, он пытается найти какой-то выход, какое-то именно стратегическое решение, потому что на сегодняшний день у Лукашенко стратегического решения и именно такой картинки, как он будет выходить из этой ситуации, на сегодняшний день у него нет. А это значит, что, знаете, как это, принцесса на горошине, да, какой-то очень маленький камешек, очень маленькая какая-то незначительная ситуация, она может вот эту систему очень сильно качнуть, и Лукашенко это знает или, по крайней мере, подозревает. И кто-то вот спрашивает, почему вы решили, что Синий уходит? Он так не думает, к сожалению. Я бы не сказала, что он хочет уходить. Но здесь ситуация такая, что у Лукашенко на сегодняшний день нет решения, как он остается. Он пытается это сделать с помощью референдума, он пытается себе нарисовать там неограниченные полномочия, он пытается поменять государственную систему и сделать там в каком-то виде там трехпалатный парламент, да, там сделать настройку в виде ВНС, но на самом деле главная проблема в том, что у него нет четкой картины мира, потому что то, что он сегодня предлагает вот, в своей конституции, то, что он туда запихал, да, это все говорит про то, что мышление людей, которые это все готовили, в первую очередь Лукашенко, да, оно очень фрагментарное. Ведь все-таки государственная система, она должна работать как единый механизм. А у него, знаете, так вот это, со всех сторон надергали, там, что-то туда там запихали в эту конституцию, но это, нет этой системы. Повторю, Беларусь – это довольно большое государство. У нас 7,5 миллионов. Даже учитывая всех, кто уехал на данный момент, все равно это очень много. И ручное управление а-ля председатель совхоза, оно не получается, просто потому что сама система сложная, чтобы управлять всеми вот этими людьми и чтобы это работало нормально. Все попытки упростить систему, что Лукашенко там лично приказывает, там, как это было, кстати, выгонять коров на пастбище, например, какого-то числа, это приводит только к тому, что экономическая система еще больше провисает. То есть все эти эксперименты, которые раньше проводил Лукашенко, даже с этими выпасами, да, коров на пастбище в определенный день, вы же понимаете, Беларусь, все-таки мы не маленькая страна, мы не клочок земли, про который там Лукашенко все время говорит, удержать бы этот клочок земли. У нас не клочок земли, мы очень даже неплохая и очень даже большая страна. Поэтому, например, когда в Бресте уже трава там в колено, да, в Витебске еще, в принципе, может лежать там снег или быть довольно холодным. Поэтому невозможно одновременно выгонять коров на пастбище, как это делалось, например, по приказу Лукашенко много лет. Да? Вы, может, этого не знаете, но Лукашенко решает, в какой день все коровы дружно выходят на пастбище. К чему это приводит? К тому, что в Бресте коровы, которые могли пастись, в результате они там простаивают, да, а в Витебске выгоняют вот коров в грязь, в снег, в холод, ну и, соответственно, коровы заболевают, и это все имеет там значение. Да? Вот такие попытки все решать и такие попытки
все контролировать именно какому-то одному человеку, они невозможны, потому что получается, что любое ЧП система не в состоянии справиться. Да? Я бы не хотела там все-таки говорить, но вот в России, да, торговый центр загорелся. Мы все помним эту трагедию и вот страшные, просто страшные истории, в том числе с гибелью детей. Да? В Акрополисе, в Вильнюсе было то же самое, там получилась ситуация, точно так же загорелась какая-то проводка. Но не пострадал никто. А почему не пострадали? Потому что отработана система, потому что есть определенные правила, инструкции, и потому что уже этим правилам, инструкциям следуют. Потому что система сложная, но много людей, которые отвечают конкретно за свой кусок работы. Вот проводка загорелась, вот, значит, эти люди делают это, эти люди делают это, эти люди делают это, да? И никто не ждет, что там, например, председатель или там мэр Вильнюса будет там кому-то звонить и говорить: ой, тут горит Акрополис в Вильнюсе, пожалуйста, сделайте что-то там, и начинает лично руководить операцией. Вовсе нет, это исключено. И это как раз-таки дает ту ситуацию, когда жертв нет, и жертв избегают. Ведь самая главная проблема вот даже в торговом центре в России, да, была в том, что каждый либо нарушил инструкции, либо ждал, пока ему там что-то прикажут, либо что-то там не работало, да, и так далее, и так далее. У меня так получилось, что летом прошлого года пришлось вызывать один раз пожарную команду, да. И я, например, видела очень хорошо слаженную работу разных служб. И медиков, которые приехали, и пожарников, и полиции. И насколько у людей было четко распределены обязанности между собой, да, вот, уже заранее, и каждый знал, что он делает. Не пожарники там бегали и суетились, там пытались там все вместе делать, да? Нет, у пожарных одна функция, это конкретно там потушить огонь. У медиков посмотреть, что все люди живы, здоровы, нет никаких повреждений. У полиции следить за порядком. Смотреть, чтобы там никто не сунулся там в пожарную машину в стрессе, ничего не случилось. Они вот смотрели конкретно за этим. Это не было ответственностью пожарников, да? Но то, что 3 службы работали вместе очень слаженно, и они договорились об этом заранее, вот именно сложность вот этой системы, в том числе вот этих вот скоординированности разных всяких служб, она и дает результат, и она позволяет избежать человеческих жертв. Почему, даже если мы не берем там ситуации, что в стране не до законов и довольно много ситуаций, когда силовики убивают людей, да, у нас еще ряд ситуаций, которые не попали в публичную сферу, но тем не менее люди гибнут исключительно из-за того, что кто-то боится, например, вызвать скорую, или кто-то боится что-то сказать, или даже не знает, как себя вести. Вы знаете, вот в Германии, например, была очень большая программа, и в Беларуси мы, конечно, такую же программу сделаем обязательно, да? Была программа, которую запустило немецкое правительство после того, как там была ситуация очень страшная, очень трагичная. Женщину изнасиловали прямо в метро, группа мужчин, агрессивных мужчин, и выбросили в окно. В метро, естественно, она погибла, и несмотря на то, что в метро было очень много людей, люди просто не знали, как реагировать на ситуацию, пытались там прятаться из этого вагона, и не было реакции. И тогда вот немецкое правительство, эта ситуация была много лет назад, немецкое правительство запустило специальную программу, которую оно назвало «Гражданское мужество». И они объясняли людям, как вести себя вот в таких ситуациях, когда ты видишь агрессию, например, видишь какую-то ситуацию, например, драки, и непонятно, что происходит, как человек должен себя вести. Потому что если человек не знает, как себя вести в этой ситуации, да, то естественно, что он что-то делает неправильно, и это приводит к новым жертвам или к ситуациям, которые можно было бы избежать каким-то образом. Да. Ту женщину, если бы люди реагировали правильно, в метро ее можно было спасти, и можно было очень быстро все прекратить. Да. Люди не реагировали, это привело к тому, что там минус одна человеческая жизнь, причем таким вот страшным образом. Да. И вот как раз вот эти все моменты, как люди себя должны вести, да, не дай бог какая-то трагическая ситуация, пожар,
что-то там, не дай бог, но обвалилось, бывает, или еще что-то, да, люди должны очень хорошо понимать, как они реагируют и что они делают. В нашей стране на сегодня, в Беларуси, это невозможно, потому что, ну, позвать милицию, знаете, это, если ты даже нашел человека, который там окровавленный, избитый, ему нужна помощь, но в нашей стране очень опасно вызывать милицию и говорить, вы знаете, что-то произошло. Потому что первое, что делает милиция, это заберет тебя, будет бить, пока ты не подпишешь, что это ты сделал, да, им просто лениво искать настоящих преступников в этой ситуации. Что ты это сделал, они тебя просто посадят, да. То есть добро в Беларуси получается таким наказуемым, да. А на самом деле должны быть очень четкие алгоритмы, которые учат прямо со школы всех критических ситуаций. Почему в Швеции, например, которую там собрался тоже спасать Олег Юдкевич, шведскую семью, да, как это сказать, почему в Швеции такое низкое количество разводов, опять-таки, на душу населения? Потому что у них идет целый школьный курс. Это выглядит, конечно, с первой, скажем, ну, с такой, ну, первая мысль, что это очень абсурдно, да, что в школе школьников учатся, как жениться, как разводиться, как делить имущество, как делить детей, там, и так далее, и так далее. Зачем этому учить, да? Но ведь разговор не про то, что школьников с детства, шведских школьников с детства приучают к мысли, что надо разводиться. Нет, шведских школьников с детства приучают к мысли, что иногда бывают критические ситуации. И они знают, как вести себя в критической ситуации. И они к этой критической ситуации готовы. А не так, что в Беларуси наступают критические ситуации, и так, никто ничего не знает, что делать, куда бежать, как вообще решать какую-то возникшую ситуацию, что происходит и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, если мы говорим про Беларусь, у нас на сегодняшний день вот вся система, которую выстраивал Александр Лукашенко, и помогали всякие разные вот такие вот Бедукевичи, она прогнила насквозь, она не соответствует никаким требованиям. И, конечно, можно свести уровень жизни белорусов, ну, знаете, до такого животного состояния, да, когда там уже первобытно-общинный строй, там палки-попалки и так далее, и так далее. Но по факту, в современном мире жизнь и государственная система намного сложнее. И проблемы, которые нужно решать, тоже намного сложнее. Невозможно одному человеку или там 2, 3, 15 управлять всем. Наоборот, сейчас темы, собственно, или там проблемы, которые есть, настолько глубокие и специализированные, они требуют определенной подготовки, не требуют определенного подхода, не требуют определенного обучения. Как, например, вот в том же Слуцке, да, там есть довольно дорогие там аппараты медицинские, но некому работать. Поэтому невозможно сделать никакие серьезные обследования. Я знаю, потому что люди много раз жаловались, да, просто потому что аппараты есть, они закуплены. Но никто не может эти аппараты нормально использовать. Нет специалистов. Аналогично вот моя ситуация, например, в жизни, да, мне в 2001 году делали там рентген, да, и специалисты говорили, все хорошо. Я говорю, я не могу ходить, у меня дикие боли, да. Ну, не знаю, у вас все отлично, да. И когда я приехала в Германию, там меньше, чем через там 2-3 недели, да, нам сделали тоже рентген, уже немецкие медики, они такие, и начинают там рассказывать, у вас тут такие проблемы, вот это, вот это, вот это. И я не думаю, что рентген в Беларуси очень отличается от немецкого рентгена. Я думаю, что качество примерно там одинаковое. Это одна и та же аппаратура. Ну, может, в Беларуси чуть-чуть хуже, там было более размытое, да. Но тем не менее, здесь проблема в специалистах. Самое дорогое, что есть, это люди. Самое дорогое, что есть в любой стране, золотой фонд – это человеческий капитал, то, что называется. Нехорошо, конечно, про людей говорить человеческий капитал, но тем не менее, да. Это навыки, это способности, это образование, это все то, что есть у людей, да. И у белорусов всегда вот индекс человеческого развития вот с самого начала еще 90-х был очень высокий. Мы очень образованная нация, очень подготовленная, с массой всяких разных способностей, талантов и так далее. Да? Но в той системе, которую строит Лукашенко, все эти люди, все эти способности, все эти таланты, они неприменимы. Применимы только вот умение махать дубинкой, да, и кого-то избивать. Но это так себе способность. Я бы сказала, дурное дело не хитрое. Вылечить человека, спасти человека,
Это требует намного больше навыков, чем убить человека. И мы все это прекрасно понимаем. Поэтому в любом случае, вот когда я слышу, что там кто-то из белорусского режима собрался спасать там литовские семьи там, от того, что они там разваливаются, ну просто очень смешно звучит. Давайте поговорим про то, что в Литве и даже, скажем, людям, которые, ну, собственно, и не литовцы, да, и не литовские граждане, я, например, я Литве никто звать никак. Я гражданка Беларуси. У меня временный вид на жительство, даже не постоянный, да. То есть я, в принципе, как это сказать, человек с чемоданчиком. Все. И то, даже у меня ситуация какая, что вот есть дети, которые точно так же граждане Беларуси, не граждане Литвы, да, но они на данный момент проживают на территории Литвы. И что получается? Каждому ребенку до 18 лет, который проживает на территории Литвы, каждый месяц платят 70 евро в месяц. Вот представьте себе ситуацию. И, знаете, когда мне кто-то говорит про то, что вот там Литва, там какие-то проблемы, конечно, есть проблемы. Но давайте вот меняться тогда проблемами. Вот Гайдукевич сидит в так называемом парламенте какой-то, второй срок, да? Но ему в голову не приходит поднять вопрос, что каждый белорусский ребенок до 18 лет автоматически должен получать 70 евро в месяц. И это обеспечивает, скажем, каждого белорусского ребенка, вот, как-то сказать, минимальным набором или определенный стандарт. Что бы ни было, родители потеряли работу, кто-то там попал в тюрьму, там есть родители, нет родителей, неважно. Важно то, что этот ребенок получает 70 евро в месяц. Ему хватает хотя бы минимально там на еду или купить что-то в школу, если надо, или еще там какие-то вопросы. В Беларуси этого нет, а это должно быть. Вы представьте, вот сейчас меня явно смотрят женщины с детьми. Вот у вас там, например, 2 детей. Насколько легче была бы ваша жизнь сегодня, если бы вы знали, что у вас 2 детей, и каждый месяц автоматически, без всяких разных справок, хождения в исполкомы, дурацких комиссий, непонятно чего, к вам приходит сумма эквивалентная 140 евро в месяц. Я лично хочу, чтобы такое было в Беларуси. И то понятно, что Литва не богатая страна, поэтому 70 евро это может и не так уж и много, да? Но тем не менее, в Беларуси даже этого нет. И сидят всякие тварюги типа Гайдукевича, которые там лезут в ту же самую Литву и пытаются там открывать рот и что-то говорить. Гайдукевич, ты сначала обеспечь то, что получает каждый литовский ребенок. 70 евро в месяц, повторю, без всяких справок, без всяких, не знаю, там, беготни, суеты, без ничего. Просто автоматически приходит в определенное число на счет матери, соответственно, такая-то сумма. И как только Лукашенко это обеспечит, тогда уже, как говорится, приходи, Саша, и потом мы поговорим. А до этого, пожалуйста, иди и сиди в сторонке, и вообще даже не открывай рот. Потому что то, что сделал Лукашенко против белорусских детей, он их лютой ненавистью ненавидит. Понимаете? Вот конкретно, вот эта вся система, фашистский белорусский режим, он лютой ненавистью ненавидит белорусских детей. Вот сегодня пришла новость. Задержан подросток в Витебске, 15 лет, по 328 статье. Перед этим девочка также 15 лет в Витебске была задержана по 328 статье. 15 лет подросток. И будем прямо говорить, что подростки у нас нормальные, у нас хорошие подростки, у нас отличные дети. Но эти подростки становятся жертвами силовиков, обмана, всякого рода губопиков, да, которые их втягивают в преступные схемы по наркотикам исключительно потому, что у них дома очень тяжелая финансовая ситуация. И эти подростки хотят помочь родителям. Они идут не от того, что они там мегапреступные и так далее, а идут, потому что они просто понимают, что ситуация тяжелая, они ищут любые подработки, которых на сегодняшний день в Беларуси нет. И возможности подростку заработать нет. Но эти подростки получают по 10 лет тюрьмы, используются как рабы на
предприятиях, на тюремных предприятиях Лукашенко, и что Лукашенко не знает, почему этот подросток вообще искал хоть какие-то подработки, и что Лукашенко не знает, почему этот подросток соглашался на сомнительные какие-то, скажем так, действия. Он соглашался, потому что в Беларуси нет легальных способов подростку заработать нормальные деньги. Никаких. И это система, которую Лукашенко создавал годами. И естественно, что уже не идет речь про то, что это же подросток, а 15 лет он бы получал эти 70 евро. Да? До 18 лет, повторю. До 18 лет дети получают. Это прекрасная идея, я считаю. Мы должны ее взять на вооружение, мы должны хорошие идеи внедрить у себя. Каждый ребенок должен получать минимальную сумму. Равно как то, что мне, например, нравится в странах Евросоюза, Литва, там, например, первоклассник так старалась обеспечивать, да, ребенок идет в школу, и ему выдается полностью все. Портфель, тетрадки, ручки, фломастеры, стерки и так далее, и так далее. Это нормально, потому что родители бывают разные. И подход по детям, по белорусским детям, он должен быть таким. Дети Беларуси должны быть обеспечены. Вот определенный уровень, ниже нельзя. Вне зависимости от того, кто у него родители, сколько этих родителей, есть ли они вообще. И не может быть так, что мы там говорим, собирайте там ребенка в школу, возьмите кредит. Нет, это ответственность государства обеспечить ребенка всем, потому что дети – это самая высшая ценность. Я хочу вот тоже обратить, кстати, внимание на белорусскую систему. Да? У нас масса всяких разных организаций, даже не государственных организаций, которые занимаются всем чем угодно. Да? В этом году Лукашенко, в прошлом году Лукашенко старался уничтожить все организации, но тем не менее. У нас есть организации, наблюдают за жизнью диких птиц. У нас есть организации, которые собирают марки. У нас есть организации, там, военно-патриотические клубы. У нас есть организации какие угодно, да? Но чего в Беларуси не было, и это очень странно, не было организаций, нормальных организаций по защите прав детей. И это печально. Это то, что мы должны изменить. Я понимаю, почему. Потому что государственная политика была направлена на уничтожение белорусских детей, на то, чтобы максимально травмировать и издеваться над белорусскими детьми. Но мы это изменим, потому что Беларусь должна стать страной, где детей любят, ценят и к ним относятся хорошо. Только в этой ситуации мы можем сделать такую прививку на будущее, чтобы у нас больше не вырастали такие сволочи, как Лукашенко и Гайдукевич. И для меня этот вопрос очень принципиальный. И по детям 328, и по декрету 18, который абсолютно людоедский, преступный приказ, преступный декрет, который подписывал Лукашенко, и его отдельно нужно за этот декрет подвесить за определенные части тела. Понимаете? И дети – это наше все. И мы должны их защищать, и мы должны строить нормальную систему. Но, конечно, система должна быть более сложная, чем какой-то усатый пенсионер, который понятия не имеет вообще, что такое дети. И то, что он там Колю иногда видит вокруг себя, он не знает, он вообще понимает, как дети функционируют, и сколько всего нужно детям, и как нужно их воспитывать, и как к ним нужно относиться. А самое главное, то, что дети хотят есть, и их надо обеспечивать, и мы все это прекрасно знаем. И тут они и семью собрались спасать, литовскую. Вот. Вы сначала свои семьи спасите. Те белорусские семьи, у которых бедные подростки вынуждены искать всякие нелегальные подработки. Потому что вся система направлена на то, чтобы подросток не мог ничего получить. И чтобы все бедные эти подростки вообще, собственно, не могли никакой вклад в семью принести. Так что для меня это, конечно, вся ситуация по белорусским детям, это очень больная ситуация, очень болезненная, и я на это реагирую тяжело, потому что я вижу, сколько всего недополучают наши дети, а должны получать на самом деле, потому что дети у нас классные, дети хорошие, ну вы посмотрите на своих детей, ну, они же правда классные. И белорусы заслужили самое лучшее, и тем более самое лучшее заслужили белорусские детишки, собственно, после того, что пришлось пережить. И как они видели, что избивали родителей у них на глазах, и вот эти обыски, которые пришлось пережить, и страх, и дети, которым пришлось бежать нелегально через границу, и многие другие вещи. Но, конечно же, мы будем менять ситуацию, чтобы
белорусские дети были не хуже. И жили точно не хуже, чем литовские, эстонские, латышские, польские или какие-то другие дети. И вот тут еще, да, некоторые еще написали комментарии, уже так буду потихонечку заканчивать. Встречаемся завтра в 8 вечера на следующем стриме, потому что мы давно не виделись, очень много тем, которые я хотела бы с вами обсудить, но тем не менее не хочу, чтобы это очень сильно затягивалось. Значит, первое, это ветка железная спрашивает, а можно проводить референдум без наблюдателей из-за рубежа? Вообще нет, но, как вы понимаете, у нас опять не до законного, да, Лукашенко инаугурацию не имел права проводить. И он нарушил даже при проведении своей собственной инаугурации все, что только можно. Но, тем не менее, его это не остановило. Поэтому наша задача сделать все, чтобы этот референдум был незаконный. И в первую очередь то, что нужно всем понять, участие в референдуме легитимизирует этот самый референдум. Лукашенко очень важно, чтобы люди просто пришли на референдум, потому что когда вы приходите на референдум, вы даете право Лукашенко его проводить. Это мероприятие вообще в принципе незаконное, абсолютно незаконное. Но Лукашенко, понятно, зачем он его проводит. Он хочет вернуться в поле, в легитимное поле. Зачем Лукашенко вот, украл самолет с Протасевичем? Зачем Лукашенко атаковал мигрантами литовско-польско-латышскую границу? Он пытается любыми судьбами вернуться в то поле, когда с ним разговаривают как с человеком, у которого есть хоть какая-то власть, и есть хоть какое-то влияние на ситуацию. У него это не получилось в прошлом году. Давайте сделаем все, чтобы не получилось и в этом году. Но и тут ваша позиция по референдуму. Я считаю, что нужна блокада референдума. Я считаю, что в референдуме нельзя участвовать, потому что мы этим самым играем на поле Лукашенко, мы ему помогаем. И я считаю, что вот по референдуму мы должны, конечно, отдельно еще работать и отдельно про это все очень серьезно говорить. Кто спрашивает, когда Жанна, когда это все будет? Вы знаете, есть... Это такой очень хороший вопрос. Здесь есть несколько таких важных аспектов, с моей точки зрения. Вот первое и самое важное. Мы должны понимать, к чему мы хотим прийти. И мы должны понимать, что сейчас не так. Потому что и здесь речь идет не только, например, про то, что людей нельзя убивать. Это само собой. Речь идет не только про то, что людей нельзя незаконно вот кидать за решетку, пытать и делать с ними все, что сегодня делают. Это тоже само собой. Здесь речь идет по определенные принципы, определенная картинка будущего, к чему мы хотим прийти. Потому что картинка может быть разной. Для кого-то, например, вполне нормальная ситуация, что Беларусь становится частью Российской Федерации и вместе с Россией строит, например, восстанавливает СССР. Ну, есть люди, которые, мы все знаем таких людей, я уверена, которые грустят, у них ностальгия по СССР, они считают, что было все хорошо там, и было бы неплохо туда вернуться. Да? Есть люди такие, как я, которые в СССР не хотят, и как раз считают это все как-то очень плохой идеей, да, и, соответственно, видят там по-другому картинку. И в том числе, если мы говорим про стратегии развития, я не зря говорю, что ситуация может и будет в какой-то момент меняться очень быстро. Так быстро, что просто не будешь успевать реагировать. Сейчас у нас идет, знаете, то быстрее, то медленнее, то быстрее, то медленнее. Но тем не менее, ничего не закончилось. Лукашенко это тоже знает. Ничего не закончилось. Наоборот, политическая сфера и вообще все процессы только-только вот развиваются. Где-то там, не знаю, в серединке, еще где-то, но развиваются. И это значит, что когда ситуация начинает меняться очень быстро, мы должны очень четко знать, к чему прийти. И что мне важно в этот момент, чтобы мы не потеряли самое главное. Мы не потеряли детей, и мы не потеряли вот, понимание, к чему мы должны прийти.
а мы должны перейти к социальному, действительно по-настоящему социальному государству, где белорусы чувствуют себя под защитой. Вы знаете, вот я недавно разговаривала с украинскими правозащитниками, я, может, даже рассказывала эту историю, и мы обсуждали там организацию женского марша, и вот кажется, Украина, страна, которая вот совсем рядом, да, и мы разговариваем, там, какие шаги можно сделать, что сделать, там, какие там усилия предпринять. И они такие потом смотрят на меня и говорят: Ольга, ну пипец. Пипец, у тебя профессиональная деформация. Я такая: почему, да? Ну, то есть говорю же хорошие вещи. Что надо сделать? Они говорят: у нас мышление другое. Ты, когда начинаешь разговаривать про женский марш, ты говоришь про то, что, ну, предлагаешь какие-то вещи, где понятно, что для тебя милиция – это абсолютные враги. Ты их воспринимаешь самой главной угрозой при проведении любого мероприятия. Поэтому ты предлагаешь шаги, естественно, защиты от этой самой большой угрозы. Мы, например, не считаем уже наших сотрудников, соответственно, такой уж угрозы, наоборот, они там могут быть нейтральные, могут наплевательски относиться, но они не есть абсолютная угроза. И вы знаете, я мечтаю о той ситуации, когда у нас в Беларуси сотрудники милиции или полиции, на тот момент, не знаю, это нам решать, они будут не восприниматься как абсолютные враги. Когда мы знаем, что мы можем подойти к сотруднику каких-то правоохранительных органов и попросить помощи. Вот сейчас для меня, например, белорусская милиция – это просто самые последние люди, к которым я могу вообще обратиться за помощью. Я себе даже не представляю такой ситуации, в которой я бы могла, например, попросить белорусскую милицию о помощи. И я при этом знаю, что, например, в Литве для полицейских литовских очень важно, они даже боролись за это, и очень много над этим работали, чтобы их перестали называть менты. Для них это оскорбление, особенно после того, как они увидели, что делает белорусская милиция. Для них это, знаете, такой вот просто вопрос чести, вопрос достоинства и вопрос, что так нельзя вообще. И поэтому так много, например, полицейских в Литве, я знаю, писали, например, письма, пытались писать письма в белорусский МВД, пытались как-то связываться с милиционерами из Беларуси. И много историй таких знаю, и говорят, что, ребята, вы что делаете? Ну, не может быть так. Вы силовые структуры, вы те самые сильные мужчины, которыми должна гордиться страна, и, не знаю, для женщины должно быть честью быть женой сотрудника полиции, например, да, что вау, у меня муж полицейский, например, он защищает меня от бандитов. А теперь представьте нам жена белорусского милиционера, или девушка, которая встречается с белорусским милиционером. Но мы все прекрасно знаем, как эти женщины обзывают и как к ним относятся. И вообще, в принципе, какой их статус? Что сын белорусского милиционера сегодня или дочь белорусского милиционера, это совершенно не тот статус, которым сегодня можно гордиться. Наоборот, это какое отношение? И вы знаете, нам нужна вот эта картина, общая картина, к чему мы хотим прийти и что мы должны изменить. И вот ситуация, когда мы будем знать, что мы можем обратиться к белорусским силовикам за помощью, и мы гордимся, да, тем, что у нас такие силовые структуры, она рано или поздно настанет. Понятно, не с этими людьми, которые себя опозорили и испачкались в крови мирного белорусского народа. Но сейчас это сложно даже мне представить, честно. Я себе пытаюсь так представить это будущее, мне тяжело, да, но я знаю, что мы будем работать над тем, чтобы действительно эти люди были такими, какие они должны быть. Теми, которые защищают, сильные мужчины, которых так не хватает в Беларуси, и которыми хочется гордиться и восхищаться. Поэтому, повторю, когда ситуация очень быстро начнет меняться, мы должны знать, что мы не хотим и к чему мы не хотим прийти, и к чему мы хотим прийти. Потому что я даже вижу уже не буду вспоминать, но тем не менее, ряд белорусов, которые активно участвовали в протестах, которые убежали за рубеж, они начинают строить лукашизм 2.0.
они начинают восстанавливать вот эту вот ужасную людоедскую систему. Да, в мягком варианте, но то же самое начинают строить. И я так смотрю, ну, боже мой, что происходит, да? Наша задача сразу закладывать правильные, здоровые принципы государства. И закладывать так, чтобы потом нельзя было никаким Лукашенко, чтобы эта система сразу всех этих психопатов, неадекватных людей, садистов и так далее отсекала, чтобы невозможно было ни одному такому сумасшедшему маньяку прорваться на самую вершину власти. Поэтому мы это все обсуждаем именно потому, что мы должны понимать, к чему мы должны прийти. Мы понимаем, где мы сейчас. Мы сейчас находимся глубоко в болоте, мы застряли, и нам как-то надо отсюда выбираться. Это правда. Мы должны себе говорить вот про ту реальность, в которой мы находимся. Но мы также себе должны говорить про то, что это будет не всегда. Это не навсегда. И так или иначе мы с этого болота выберемся. Вот куда мы выберемся, это тоже большой вопрос. Вот я хочу, чтобы мы выбрались на твердую почву, которая, собственно, приложение, да, государство означает закон единый для всех, независимые друг от друга ветви власти, избранная система, да, вот эта избранность людей, которые управляют, и обязательная заменяемость, это очень важно. И также, конечно же, определенные принципы, уже заложенные сразу в нашей Конституции, которую мы тоже будем вырабатывать всем народом. Не сейчас, потому что пока в этом болоте мы болтаемся, очень сложно что-то выработать, но мы должны себя понимать в итоге, к чему мы должны прийти. Это правда очень-очень важно. И тут уже мне говорят, что надо, да, заканчивать, потому что уже прошел час. И Тогда вместо Ольги скажу. Мы понимаем, как сложно ждать, пока графюрер закончит свое существование. Но практика показала, что если мы долго не проводим эфиры, это голос Славы, если что, то никому от этого не лучше. Мы хотим попробовать проводить вот такие эфиры, как сегодня были, с анализом событий прошлой недели, раз в неделю. И поставьте, пожалуйста, лайк, если вам нравится такой формат. Он чем-то напоминает тот, который у нас уже был год назад, но он очень привязан к событиям прошлой недели. Если вам такой формат нравится, мы, конечно, не один раз в неделю будем выходить, но именно вот как было сегодня, то поставьте лайк и надеемся, что вам это поможет не впасть в депрессию уж совсем глубоко, и вам это как-то помогает. Я могу сказать, что будет много интересных новостей, точно. И тех новостей, в том числе, хороших для нас. Я просто обещаю, что в январе эти новости точно будут. И мы их тоже будем все обсуждать, рассказывать, и будем вместе работать над тем, чтобы хороших новостей становилось все больше. И на сегодня мы прощаемся до завтра, до встречи в 21:00 по белорусскому времени. И живи Беларусь! Ставьте лайки и пишите комментарии, я их читаю.